Я думаю, суд несправедливо решил такое решение. Выселить. Куда мы выселить? Куда мы пойдем? Они здесь ничего не вкладывали. Откуда этот народ приехал? 18 лет. То, что мы здесь родились, то, что мы до сих пор получить не можем. Армысыздар, алаштықтар. Алматы облысы Талғар ауданы. Абат ауылының тұрғындары бізден көмек сұрап, арыз жазғандықтан біз халықтың мұң-мұқтажын білу үшін ауылға бардық. Ауыл әкімі үйімізді заңсыз алып қойды деп шағымданған бүтіндей бір отбасының жанайғайын естіп, бей-жай қарай алмадық. Және қолдан келгенше көмегімізді аямаймыз деп іске кірістік. Сидите, мне говорит, ага, хорошо, что вы приехали, мама хотела умереть. Это на всю жизнь. Нет. Никакой чиновник, никто не имеет права, что... Армысыздар, қазақстандықтар, қазақ елі, мен Жан Шыңғыс, қоғамдық құқық қорғаушы. Бүгін біз тағы да өстіп әділетсіздікке ұшыраған тұрғындарға келіп отырмыз. Қазақстанның азаматтары, бұл Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Абат ауылдық округында Абат ауылына келдік. Бұл жерде сот жүйесі мен жергілікті атқарушы биліктің немқұрайлығының кесірінен болып жатқан жағдай. Мына жерде бір отбасы қазіргі таңда 15-ші осы сәуір күні өзінің баспанасынан айырылу қаупінің алдында тұр. Бұл жерде бұл баспана отбасының кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар. Сондықтан қазір олар көмек сұрап ешқандай белгіліктен көмек болмағандықтан бізді шақырып отыр. Өздеріңізге тағы да қайталап айтқым келеді. Өкінішке орай Алматы облысында заңсыз әрекеттер жиіліп кетті. Әкімдер халықпен санаспайды. Өздерінің еңбекпен алған жерлерін, баспаналарын тартып алуға дейін барып отыр. Сондықтан біз бүгін осы кісілердің құқығын қорғап жүрген адвокатпен кездесіп отырмыз. Бұл кісі қазір қысқаша сіздерге айта кетеді. Қалай болғаны, кім кінәлі және де қазіргі жағдайы бойынша вот коротко расскажите, что здесь происходит и какие коррупционные риски происходят, и как пострадали эти простые граждане от бездействия, от незаконных нарушений со стороны судебной системы. Уважаемые граждане Казахстана, я сегодня хочу сказать, мы бьем тревогу по данному именно гражданскому делу. Гражданское дело было возбуждено в 2019 году по исковому заявлению, которое является их мачехой, Касимовой, Турсыкыз. Она подала о выселении. Сейчас в настоящее время она в 2019 году подала о выселении данной семьи, то есть сына, это старший сын умершего этого Разахунова Акрама, вот, с семьей, у них трое несовершеннолетних детей. Подали о выселении. В этот момент они пришли ко мне, попросили, чтобы я защитила их интересы как адвокат. Многие адвокаты отказались. Я не знаю. Единственная вина этого человека, что он в свое время просто не успел переоформить эти документы. Вот такое решение. Выселить. Куда мы выселить? Куда мы пойдем? Я здесь родился, вырос. Родительский дом. Созданы условия для граждан, чтобы они могли просто через одно окошко пойти и переоформлять. Потому что и здесь нужны знакомые, и здесь нужны тратиться деньги, и здесь нужны кому-то заплатить деньги. Поэтому вы усложняете процесс оформления документов, поэтому люди ходят годами, не могут оформить. И раз один момент неизвестный человек через Заким оформляет жилье на себя и подает в суд. А суд, он не уполномочен полностью искать доказательства. Они просто выносят решение на основании каких-то документов, которые тоже могут являться сомнительными. Стесняйтесь эмоций, потому что я вас понимаю, как тяжело терять самые... Вы еще не потеряли, потому что мы не допустим. Да. Вот. Вы получили 10 соток, которые положено каждому гражданину Республики Казахстан? Нет, не получила. Я писала заявление 18 лет назад. До сих пор не могу получить. 25-й вот как застряла, говорит, откуда этот народ приехал? 18 лет. То, что мы здесь родились, то, что мы до сих пор получить не можем. Человек 18 лет стоит в очереди, чтобы получить 10 соток и жилье. Представляете, 18 лет стоит, и также стоит у него очередь 25-й. А за это время сколько участков продано, сколько земель здесь обустроились люди, которые приезжают, то, что эти люди с детства живут здесь, их родители здесь жили. Да у них их родители жили, они своим трудом здесь заработали на этот участок, они от государства ничего не просят. Они требуют, что то, что им положено, оставили. Также мы завтра поедем обязательно акимат Еңбекшіқазақского района, вы с нами поедете. Мы истребуем полностью очередность. Тем более, это также хочу заметить казахстанцы, это коррупционные риски. Мы поднимали эту тему, почему многие люди стоят в очередях 10-15 лет, несмотря на то, что у нас каждый год строится огромное строительство, идет домов, когда выдают столько участков. Почему человек стоит 18 лет в очереди? Завтра мы поднимем с акимата полностью архив, какая очередность,
здесь подключится антикоррупционная служба. Тогда, если они хотят забрать это жилье, пускай они предоставят жилье для этой гражданки. 18 лет в очереди, я думаю, она заслуживает, имеет право хотя бы на 6 соток земли или на дом. Я прошу казахстанцев защитить только моих детей, несовершеннолетних. Ну куда мы сейчас пойдем? Строится уже возраст у моего мужа за 50, мне за 40. Он один работает, у него зарплата 58 тысяч. Нет никакой справедливости. Никакой справедливости нет, понимаете? Мы со своей стороны не первый раз столкнулись с такой ситуацией, к сожалению. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы защитить эту семью. У нас только 2 дня, потому что 15 числа приедут судебные исполнители. Мы от имени партии «Алаш» сегодня приехали сюда, чтобы защитить эту семью, потому что каждый гражданин Республики Казахстан имеет для нас ценность. Потому что главным богатством страны являются эти же люди, их дети. Сондықтан біз өз тарапымыздан бәрін істейміз, Алаш партиясы. Бізде 2 күн уақыт бар. Сот орындаушылар 15 күні келеді, олар өз жұмыстарын істейді. Өйткені біз осы азаматтарды қорғауға міндеттіміз. Біз өйткені осы жауапкершілікті мойнымызға алдық. Алаш партиясы әрбір азамат біз үшін құнды. Олар біз үшін мемлекеттің байлығы, қарапайым халықты біз ойламасақ ешкім ойламайды, өйткені біз қарапайым халық. Здравствуйте, я Нурумова Разия Тудахуновна, живу село Алат. Спасибо партии «Алаш». Он поддерживает нас во всем. Нас хотели выселить с 3 детьми несовершеннолетними. Они нам помогают, они нас поддерживают. Мы, простой народ, должны объединиться, чтобы наши силы были вместе. Да, ага, вы сейчас скажите, приостановили, да, выселение? Дали время, да? И партия «Алаш» вам помогла? Да, слава Аллаху. Партия «Алаш» помогла нам, чтобы пока это... Обременить выселение. Да. И мы хотим, чтобы вы жили достойно. Просто народ Казахстана должен объединяться и жить достойно. Спасибо. Я являюсь адвокатом Алматинской областной коллегии Дюсинаева Багдат Улетаевна. На данный момент я считаю, что везде, в суде, в акиматах, везде есть несправедливость, халатное отношение к народу. Поэтому я считаю, что мы, например, сейчас в связи с тем, что хотя решение суда вышло, отказали нам, я считаю это незаконным отказом. И мы здесь уже чувствуем коррупционный риск, уже чувствуем. Поэтому мы обратились к партии «Алаш». Я считаю, что сейчас нужна партия для поддержки народа, потому что народ никто не слышит, кроме партии. Я считаю, нужно поддержать эту партию «Алаш», которая действительно болеет за народ и будет всегда помогать во всех отношениях, по всем проблемам, по всем этим партии «Алаш». Давайте поддержим эту партию.